Бнеча? Это килограмм 25. 20 давайте. 20 мунам. Мы находимся в стамбульском районе Аксарай. Сюда, в один из отелей, десятки женщин из Туркменистана по нескольку раз в месяц привозят на продажу продукты питания. Лепешки, колбасу, копченую рыбу, консервы, алкоголь и конфеты. Чай бар зеленый. Yok çay bar yeterli. Шон молоко. Düşüyorum kuruyorum. Все туркменского производства. Конфетам yeterli. Здесь же можно купить и лекарства, вплоть до зеленки и йода. Покупатели – туркменские гастарбайтеры, желающие хоть на некоторое время ощутить вкус дома. У каждой из торговок свой устоявшийся круг сбыта. Бнеча? 5. Хорошо. Многие работают на заказ. Женщины говорят, что могут привезти из Туркменистана все, что угодно, лишь бы платили. Среди заказчиков немало и турков. Они особенно ценят нашу водку. Товар женщинам нужно реализовать за 2-3 дня, иначе хлеб зачерствеет, а колбаса испортится. Оставаться в Стамбуле дольше им тоже невыгодно. За каждую ночь в гостинице они платят по $15. На еду деньги не тратят. Из дома привозят хлеб и жареную картошку. Даже чай привозят свой, а в отеле бесплатно берут кипяток. Распродав привезенные продукты, женщины за плату берут от туркменских гастарбайтеров посылки для их родственников. Некоторые земляки передают и деньги. За это женщины имеют свой небольшой процент. Купить и отправить домой 2 пачки сигарет, именно столько разрешено ввозить в Туркменистан, для каждой из них святое правило. Дома сигареты можно будет продать в 3-4 раза дороже. Таким образом, за каждый рейс туда и обратно эти женщины зарабатывают около $100. А вот прямо за углом еще одна группа граждан Туркменистана. День и ночь они осаждают стамбульские банкоматы. В связи с острым финансовым кризисом и нехваткой валюты туркменистанцы снимают со своих карточек турецкие лиры, тут же меняют их на доллары и везут в Туркменистан, где впоследствии меняют на манаты по рыночной стоимости. Этим и живут. Напомним, это граждане страны, занимающие 4-е место в мире по запасам углеводородов. Подобных схем заработка нет ни среди многочисленных узбекских, ни киргизских сообществ Турции. Сейчас уже известно, что власти потратили на 10-дневное шоу около 10 миллиардов американских долларов. Туркменским торговцам непонятно, зачем нужны такие траты, когда сотни людей от безысходности вынуждены возить лепешки и колбасу за 1000 километров на продажу. Но одно они знают точно. Если бы были условия в Туркменистане, никто бы сюда не ездил, не убирал бы дома богатых турков, не сидел бы с их детьми, не горбатился на стройках и не работал бы официантом в кафе. И эти женщины не ездили бы с баулами продуктов, а нянчили бы дома своих собственных детей и внуков. Не буду брать. На веса. Весь сколько раз приезжаете? 2 раза. Нормально. Нормально. Ты сделал себе тоже деньги. И отсюда тоже что-то везут. Почему? Сколько лучше связи имеет? Туда возят. Дорога дорогая. А где дорогого тоже? Для нас тоже 15 минут это большие деньги. Мы 2-3 дня здесь бываем за питанием, вот, и начальница. Что нам дошаривают, что-то не будем брать.
А это жизнь других туркмен, племянников и зятьев президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Здесь зять президента Ибабекир Бектурдыев по кличке Гуга, крайне слева. Он, кстати, один из чемпионов Азиады. Пьет шампанское с племянником Бердымухамедова Хаджимуратом Реджеповым. Он в центре. А на этом видео другой племянник президента Шамурат Реджепов справляет свой день рождения в кругу самых приближенных под выступление известного туркменского исполнителя Хаджи Язмамедова. Среди гостей уже знакомый нам Гуга, а также Максат Курбанов. О нем проект АНТ уже писал. Это тот самый Максат, который отдыхал на элитном французском горнолыжном курорте Куршавель с Хаджимуратом Реджеповым. Напомним, самый дешевый номер в их отеле стоил 1650 евро за ночь. Туркменские женщины в стамбульском отеле, все вместе взятые, и за месяц не заработают тех денег, которые племянники президента тратят на шампанское и развлечения по всему миру. Чем эти женщины хуже них? Вопрос риторический. Конфетам yeterli. Мы долго думали, стоит ли показывать этот фильм, ведь первое, что сделают власти Туркменистана, это перекроют нашим женщинам источник их честного и тяжелого заработка. Ведь проще так, чем кардинально менять условия жизни населения, чем обеспечивать их работой и снимать ограничения для свободной торговли, чем по-настоящему бороться с коррупцией. Мы посчитали важным показать миру сам факт, как в так называемую эпоху могущества и счастья жители Туркменистана вынуждены зарабатывать себе на жизнь.